В момент, когда политика Китая в Восточном Туркестане остается главным вопросом повестки дня, правительство Си Цзиньпиня приняло очередное скандальное решение. Коран, Библия и буддийские сутры будут переписаны в соответствии с идеологией Коммунистической партии Китая. В ноябре прошлого года под руководством постоянного члена Коммунистической партии и заместителя премьер-министра Китая был проведен симпозиум, на который были приглашены представители важнейших религиозных общин страны. По словам Вана Янга, религия должна быть интерпретирована в соответствии с китайской культурой и доктриной Коммунистической партии. В кратком изложении встречи, опубликованном информационным агентством Синьхуа, пишется, что Янг подчеркнул, что религиозные тексты необходимо заново оценить, внести изменения и перевести на китайский язык. Премьер-министр Японии Синдзо Абе сделал ряд заявлений после встречи в китайском городе Сычуань, в котором приняли участие Китай, Япония и Южная Корея, обладающие крупнейшими экономиками мира. Подчеркнув, что переговоры должны продолжаться как с участием трех сторон, так и в двустороннем формате, Абе сообщил, что во время переговоров с главой Китая упомянул вопрос Южно-Китайского моря, Гонконга и нарушений прав человека в уйгурском регионе. Отметив, что диалог, касающийся вышеупомянутых вопросов и решения имеющихся проблем, необходимо продолжать, Абе заявил, что отношения Японии и Китая должны быть зрелыми и соответствовать международным стандартам. Премьер-министры Китая, Японии и Южной Кореи заявили, что вопрос Корейского полуострова должен быть решен при помощи диалога и грамотной дипломатии. Мэр города Ялова Вефа Сальман сообщил, что приостановил отношения с китайским городом Паньцзинь из-за пыток уйгуров в Восточном Туркестане. Сальман сделал следующее заявление. «Несмотря на то, что наш город имеет братские отношения с Паньцзинем, мы решили приостановить их до тех пор, пока ситуация в уйгурском регионе не изменится в лучшую сторону». В свою очередь, глава префектуры Бешикташ Ондер Бакан посвятил одну из полученных им наград женщинам и детям Восточного Туркестана, попавших под репрессии китайского правительства. Кроме этого, Академия Мешале в городе Бурса была организована конференция, посвященная Восточному Туркестану, в которой принял участие декан юридического факультета университета Улудак, профессор и доктор Мехмет Юдже. Президент США Дональд Трамп объявил о завершении торгового соглашения с Китаем. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп напомнил, что ждет решения бюрократии по данному вопросу и заявил, что подпишет соглашение с главой Поднебесной Си Цзиньпинем. Организация исламского сотрудничества призвала мировое сообщество к защите мусульман Индии. В письменном заявлении указывается, что организация внимательно следит за событиями, которые затрагивают мусульман Индии, вопрос права на получение гражданства и судьбу мечети Бабри. Протесты против закона, позволяющего получить индийское гражданство всем иммигрантам, прибывшим в страну до 31 декабря 2014 года, за исключением мусульман, продолжаются с 9 декабря.